بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Varlık hamd sene, varlık mutluluğum, fakat Rabbimiz bir Allah Subhanahu ve Teala'ya hasdır. Kuvvet türlerinden çıkan salavat-ı şerifelerimiz, yüklü Resulümüz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ına erişip tasaylar. Şu izgin mukaddes olan Şevval aylarının mukaddes Cuma günlerinde mübarek meşid binalarında uyuşturulan Cuma meclislerimizde Rabbimiz Allah-u Teala özünün kin rahmet ile alıp bereketlerini nasip eylesin ile. Neşik biz özümüzün işlerimizni, şüghüllerimizni, hizmetlerimizni, ailelerimizden kaldırıp Allah yurtun hürmet edip geldik. Rabbimiz Allah da bizden şolay hürmet olsun. В этот священный месяц Шавваль, в этот прославленный день Аль-Джум'a, пятничный день, пусть Всевышний Аллах примет каждый шаг наших братьев, которые оставили свои работы, учебу, дела, пришли ради того, чтобы почтить Дом Всевышнего, Дворца Всевышнего Аллаха. Пусть каждый наш шаг в сторону этой прекрасной мечети будет эджр саваб, благословением Всевышнего нам. Пусть каждый второй шаг станет для нас магфиром, прощением наших грехов. И пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделает так, чтобы все те наши действия, которые были между двумя джум'a намазами, были прощены, а все те благодеяния, которые мы совершали искренне, были приняты Его великой милостью. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, как мы знаем, человек – несовершенное существо. Человек, если перевести с арабского языка, аль-инсан, забывающий, спешащий, постоянно где-то в каких-то жизненных ситуациях ошибающийся и постоянно попадающий в какие-то неприятные ситуации личности. Вспомните нашу жизнь. Все начиналось с того, что, будучи малолетними детьми, только встав на ноги, мы уже падали. Пришли в школу, думая, что мы уже взрослые ребята и поняли жизнь. Нет. И там мы попадали в такие жизненные и неприятные ситуации, что приходилось порой не только падать, но и падать духом. Потом, уже став подростками, мужчинами, женщинами, уже более взрослыми, мы думали, все, жизнь наша, мы освящали ее. И в 20 лет, и в 30 лет у нас было очень много таких ситуаций, моментов, в которые бы мы с вами особо с удовольствием не хотели бы возвращаться в нашей жизненной ошибки. И даже когда ты уже взрослый мужчина, ты взрослая женщина, уже за 50, за 60, за 70, все равно человек совершает ошибки. Ошибка прощается Всевышним Аллахом. Но если человек делает это намеренно, понимая, что он делает, то в этом случае это уже не ошибка. Это грешный поступок. Кеше-кешкене шақтан хата қыла, бұл ғадети нәрсе. Хата ол кешенің асылы. Хаталанып біз өзімізді кеше итеміз. Хаталанып біз өзіміздің хылқымызды түзейміз. Ләкин біліп тұрып ішленген хата, ол günah болады. Әміне günahны эшләргә Аллаһ Тәгалә безгә һич тә кушмый. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. И вот ангел я создам, я создаю на этой земле наместника.
который будет вести большие, серьезные дела, в отличие от всех других живых существ. То есть человек будет менять этот мир. Мы меняем, мы сильные, мы умные. На что ангелы, посмотрев, увидев человеческую натуру, удивленно спросили у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, сказав: «Атадж'алу фиха ман юфсиду». А зачем ты создаешь человека, который делает фасад, который порой делает грешные и нелицеприятные поступки? «Ваясфику дима», который может, поддавшись своему нафсу, своему эгоизму, пролить чужую кровь. Зачем ты такого человека, такое существо создаешь? Нишлеп сен мындай бәндәне барлыкка китерәсең? На что Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инни а'ламу ма ла та'ламун». Я знаю то, что вы не знаете. Вы не понимаете. То есть мы, люди, мы, те, которые ошибаются, можем быть выше, чем ангелы, которые всеми своими действиями, но прославляют Аллаха, делают постоянный тасбих. Человек может быть выше ангела. Но для этого человек должен научиться понимать те вещи, которые Аллах любит, и совершать их искренне. И научиться понимать те вещи, которые Аллах не любит, чтобы остерегаться от них. И тогда человек может превознестись даже на ангела. Это реальная возможность, которая дана каждому. Мы знаем, что Аллах тогда любит добро. Мы знаем, что Аллах тогда любит, когда Его прославляют в намазе, в зикре, в чтении Корана. Это нам, многим, большинству из нас прекрасно известно еще с малых лет. Спасибо нашим бабушкам, дедушкам, матерям, отцам, муаллимам, которые обучали нас. Но ведь не каждый знает, что чего Аллах не любит. В Коране достаточно много аятов, в которых Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ла юхиббу». Поистине Аллах не любит. Шын барлыкта да Аллах сүймей, яратмай шундый бәндәләрне. Этих аятов достаточно. И сегодня на нашем вагазе я хотел бы преподнести вам и самому себе в первую очередь 6 аятов, которые заканчиваются словами «Инна Аллаха ла юхиббу». Поистине Аллах твой не любит. А что Он не любит? Сегодня мы с вами как раз рассмотрим. Есть аят Корана, сура Ан'ам, 141 аят, который заканчивается «Инна Аллаха ла юхиббуль мусрифин». Поистине твой Господь Аллах не любит, когда вы занимаетесь расточительством. Аллах исраф кылышыларны сүймейт. Мы знаем прекрасно, что исраф — это расточительство своих средств. И нам часто говорят: зачем ты покупаешь дорогую обувь за 10 тысяч рублей? Пойдем на ярмарку, я тебе за 800 продам. Это обычно продавцы обуви так говорят, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что покупать хорошую обувь — это не исраф. Запомните. Порой покупать дешевые вещи будет большим исрафом, нежели покупать качественные вещи. Потому что ты их будешь постоянно менять, они будут постоянно изнашиваться, они будут постоянно портиться. И поэтому один человек пришел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и спросил, что такое исраф. На что Расулуллах, алейхиссалату вассалям, прекрасно ему ответил, что исраф — это не покупка дорогого, это покупка многого. Кубиттіріп алу, артық иттіріп алу. И поэтому, если ты покупаешь одежду, покупай хорошую, дорогую, качественную, это не исраф. А вот когда ты покупаешь так, что твой шкаф набит, и не знаешь, что с ними уже делать, что сегодня одеть, вот это и есть исраф. Нам это объяснили, мы это знаем. Но сегодня я вам хотел сказать толкование этого аята, сура Ан'ам, 141 аяте, в котором Аллах нам говорит: «Ля юхиббуль мусрифин», что Он не любит исраф тех, которые делают. Этот аят был
неспослан о человеке по имени Табит ибн Кайс. И как думаете, этот сподвижник, почему попал под этот аят? Потому что, как думаете, он покупал много вещей? Нет. Потому что он внезапно сказал, что Аллах Та'аля дал мне много денег, у меня есть вещи, у меня есть имущество, я все раздаю. С одной стороны, что тут плохого? Машаллах, человек захотел все подарить. Все, что у него было, и раздарил. В течение дня, что у него было, он раздарил на пути Аллаха. Но коранический аят пришел критический. Не восхваляем, молодец. Нет. Поистине Аллах не любит мусрифинов. И поэтому, дорогие друзья, запомните, иногда даже делать слишком много добрых дел, при этом обделяя самого себя, обделяя свою семью, обделяя своих близких, тоже будет исраф. И поэтому такие люди, которые думают, машаллах, я все свои деньги потрачу на пути Аллаха, жена с детьми как-нибудь там выживут, Аллах ар-Раззак, он накормит, он не оставит. Это не путь религии, это путь безумства. И поэтому первым делом надо смотреть ахли, семью, потом надо смотреть родителей, родственников, апарвин, тех, которые к тебе близки, посмотреть твоих соседей. И только потом из излишков научиться помогать. Поэтому исраф на самом деле может быть и таким. Сура Аль-Ан'ам, 141 аят, можете прочитать все. Каким образом он использует. И поэтому Аллах не любит тех, которые, выходя за рамки, начинают тратить налево и направо. Как для вещей дуньи, так и для вещей, которые могут лишить твоей семьи. Поэтому очень-очень важно уметь правильно тратиться. Второй аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннаху ла юхиббуль мутакаббирин». Сура Аль-Нахл, 23 аят. Твой Господь не любит мутакаббиров. Я думаю, для любого мусульманского народа, начиная, например, братьями из Африки, заканчивая братьями, которые живут в Индии, слово мутакаббир всем известно. Оно давно известно, потому что это тип людей, который был еще во время пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Он был и 100 лет назад, такие люди есть среди нас и сегодня, и таких людей через 200-300 лет мы никуда не денем. Но мутакаббир есть и среди религиозных людей. Хотя наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, во многих, огромном количестве хадисов пытается донести до нас, что это очень низкое, ужасное качество, когда человек занимается такаббуром. Видит выше себя, чем другие. Считает, что он более умный. Считает, что его мнение более правильное. Считает, что его семья, что считает, что его род, считает, что его насаб или его нация выше других людей. Такаббур очень страшная вещь. Такаббур может привести к огромному количеству конфликтов, которые кончатся для всех людей плохо. И поэтому Аллах говорит, что не любит, что Он вообще не переносит таких людей. Но среди мусульман есть. Есть. И это проблема. И поэтому Аллах во многих аятах нас предостерегает, говорит: Расулуллах, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мисбаль, у кого есть зернышко, тузан bir türlü kader tekebirlik kümününde bulsa bu kişi la yarhulul cennet». Не войдет в райский сад, если у него хотя бы зернышко будет в сердце. Очень важно. Никогда не смотреть на других людей свысока. Хотя это наше естество. Человек создан эгоистично, для всех. И поэтому, когда мы видим другого человека, то мы сразу автоматически начинаем оценивать его. Худой, значит, мало кушает. Толстый, значит, тратит деньги попусту. Наш мозг создан таким образом, что мы всегда спешим делать человеку оценку и какие-то неприятные комментарии ему давать. А это очень плохо.
Это очень и очень плохо. И поэтому наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, всегда нам говорит, чтобы наше сердце очищалось от такаббура. Ну, такаббур — это действие сердца, оно внутри. А вот третий аят Аллах Субханаху ва Тааля говорит про внешние качества. Это аят сурат Аль-Лукман, 18. «Валя тусагир хаддака линнаси». И не выпячивай свое лицо для людей. Видели, наверное, таких людей? Вот. Стоят вот такие. Есть такие рядом с мечетью стоят ребята. Не стойте так. Аллах в Коране так говорит. Дальше говорит. «Валя тамши фил арды мараха». Не ходи вот так. Мараха. Нагло. Похвально. Грубо. Ходить надо культурно, этикетно. А есть люди вот так. Я хозяин мира. Может быть. Но хозяин-то не хозяин. Все ляжут горизонтально. И потом посмотрим. У кого с хозяином этого мира отношения получше. У того, который вот так ходил с лицом. Вот так. Или у того, который ходил культурно, этично, адаби, таким образом, что Всевышний будет им доволен. «Инна Аллаха ла юхиббу кулля мухталин фахур». Поистине Аллах не любит мухталь, гордеца. Он гордится, он настолько... Если мы такаббир в сердце, то мухталь — это внешние качества. Он вот так стоит, оценивает. Ну, тут дурачковатый, вот тут цилиндрички, вот тут такие, вот так стоит, вот таким вот образом. Фахур — это уже нагло ведущий, грубиян, к которому подходишь, разговариваешь, пытаешься с ним каким-то образом, машаллах, брат, как дела? Ну, так, нормально, вот таким вот образом, бахвально. Аллах говорит, ля юхиббу, таких Аллах не любит. Не любит таких людей. В другом аяте Аллах Тааля говорит насчет таких людей, «Иннака лан тахрикаль арда». Слушай, говорит, ты, бахвал, лян тахрикаль арда, ты своей вот такой походкой землю, как трактор, не пробуришь. Про трактор там не сказано, конечно, я добавляю. Лян тахрик, ты не пробуришь землю. Ты не настолько сильный, ты можешь только по ней ходить. «Валян таблюгаль джибаля туля». И своим высокомерным лицом, как бы ты ни выпячивал шею, выше гор ты не станешь. Есть такие люди, вот реально. Я, честно говоря, вот этот джумба два раза рассказывал, потому что я видел одного брата. Он сидит тут. Я его сегодня тоже видел. У него работает один парень, грузчиком. Он не мусульманин, этот грузчик. Но с этим грузчиком он вчера так грубо поговорил, что сегодня я решил вот это два раза рассказать. Мне стыдно стало за этого мусульманина. Как он разговаривал с этим человеком. Потом, смотря на этого брата, будут давать оценку не только ему, вы знаете, как он с ним разговаривал. Вот всему и всей мечети будут давать. Всем нам будут давать, мусульманам. Не разговаривайте ни с кем, с таким поднятым лицом. Даже если он деревенский парень, даже если он какой-нибудь там, я не знаю, больной, даже если он какой-нибудь, не знаю, там алкоголик, никогда, ни с кем не будьте бахвалом, грубым и наглым. Вы представители мусульманской нации. Мы представители мусульман всего мира. Каждый из нас является филиалом Аллаха. Мы пытаемся показать, что его религия самая лучшая. Но когда пусть люди не разговаривают так, извините, мы только унижаем имя Аллаха. Мы унижаем Коран, мы унижаем мечеть. Аллах говорит, «Лян тахрикаль арда». Своей крутизной ты землю все равно не спашешь. «Валян таблюга». И твоим лицом, которым ты горделиво смотришь, считаешь себя таким крутым, выше гор ты не станешь. Все мы, джамарат, будущих обитателей одного большого общежития под названием Зират, Макбарат, могила, и пытаться делать себя круче кого-то, это глупость. Потому что спешить надо только в благодеяниях и таква, богобоязненность. А мы спешим наоборот. Возгордиться друг над другом в одежде, в машине, в жене, в жилье, в
в телефоне, в деньгах, в поведении, в какой кафе, в какой ресторан кто ходит. Есть такое понятие «фонд дороже денег». Кто в 90-х жил, хорошо помнит. Запомните. На самом деле фонд, пытаться показать себя кем-то, это один из сильнейших механизмов, каким образом шайтан нас путает. Входит в наше сердце как рия. Рия тоже, я думаю, все знают, это показуха. А через рия это каббур и высокомерие входит в наши сердца. Поэтому ни в коем случае не ведите себя, пожалуйста, так. Будьте уважительны друг к другу. Это очень и очень важно. Аллах таких хочет. Пятый аят. Инна Аллаха ла юхиббуль хаинин. Сура Аль-Анфаль, 58. Аллах говорит, Аллах не любит хаинов. Хаинов, тоже многие знают, это арабское слово, которое перешло в другие нации. Хионет, как мы знаем, это подставлять, предавать какого-то человека, ставить в очень неловкую ситуацию из-за того, что ты не соблюдаешь договор. Вот этот хионат, это очень жесткое действие, которым, я думаю, все мы столкнулись. Кто-то в детстве, кто-то лет 5-10 назад, кто-то сегодня сталкивается, да, у кого-то такая ситуация. Я тоже бывало сталкивался, как и вы, все мы. Либо друг, либо знакомый, либо даже родственник, либо даже порой бывает очень близкий человек может подставить. Но вы, самое главное, не будьте такими. Другие могут быть такими, мы не должны быть такими. Мы не должны опускаться никогда до уровня таких людей, которые любят подставлять. Да, для них это дунья, это ля'ин, игра, прикол какой-то, который надо просто с удовольствием принести. А для нас, для верующих людей, для тех, которые реально считают, что есть судный день, а если мы в это верим, кыямет gününde inanan iken bu bir ehemmiyetli нәрсе. Хиянат кулу, ултим курканыш нәрсе. Ля ядхулун джанна. В хадисе говорится, никогда не войдет хаин, тот, который предает. Если вы с каким-то другом, товарищем, знакомым, родственником, даже на чисто разговоре, без документов, каким-то образом договорились о чем-то, соблюдайте договор. Обязательно соблюдайте договор. И вот тафсир я сегодня специально смотрел, Ибн Кафир говорит, что даже нельзя заострять внимание, мусульманин это человек или представитель другой религии. Ибн Кафир говорит, если вы заключили с кем-то договор, бумажный или разговорный, он, несмотря на какую нацию, на религию, или даже если он вообще безбожник, атеист, все равно соблюдайте договор. Все равно соблюдайте договор. Не предавайте никого. Расулуллах алейхиссалату вассалям был спрошен однажды одним человеком. Меня же, говорит, предали, я могу его в ответ предать? Расулуллах алейхиссалату вассалям сказал, нет, даже в ответ не предавай. Даже если тебя подставили, в ответ не подставляй. Ни в коем случае. А ведь хочется показать, что ты сильнее. А ведь хочется доказать, что ты не глупее. Хочется показать, что глуп тот, который тебя подставил. Нет. Это опять же уздечка шайтана, который легко вводит нас в такой транс и говорит: отомсти. Ля дарар ва ля дирар. Расулуллах алейхиссалату вассалям сказал: не делай зарар, не делай злодеяния, валя дыра, и не мсти. А с местью у нас, у мусульман, честно говоря, очень большая проблема. У нас есть то кровная месть, то месть, которая там передается от одного несли к другому неслю. Нельзя так делать. Ни в коем случае. Не надо падать до такого уровня. Расулуллах алейхиссалату вассалям, когда пришел в Медину, как говорится в одном из хадисов, 2-3 года только отлаживал ситуацию между двумя племенами. Аус и Хазрадж. Как мы знаем, это были два племени в Медине, у которых были, кроме дружеских отношений, еще старые обиды, месть. 2-3 года понадобилось, чтобы более-менее в порядок привести. И то иногда не бывало, вытаскивали там свои мечи, пытались вспомнить старые обиды. Не надо возвращаться к таким первобытным традициям. Мстить не надо. Надо уметь договариваться. Очень и очень важно. Поэтому Аллах не любит хаинин, тех, которые
подставляют или каким-то образом придают договор. 6-й аят, это сура Касас, 77-й, Аллах Та'аля говорит: «Ва ахсин», твори добро, изгрешно. «Кама ахсан Аллаху илейк», каким образом Аллах творит добро тебе. Аллах творит добро каждый день нам. Вы проснулись, это добро от Аллаха, его ни'мат. Вы оделись, вы поели, пошли на работу, занимались своим делом, любимым, нелюбимым, это ваше занятие. Потом вернулись домой, к любимой семье. Занимались потом домашними делами. Аллах, ахсан Аллах, каждый день дает вам вот это добро. И если Аллах вам дает, и вы должны давать другим людям такое же добро. Не имеется в виду там последние деньги отдавать, а научиться хотя бы уважать. Научиться говорить красиво, не унижать другого. وَلَا تَبَغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, и не распространяй на земле фасад, нечестие. Фасад имеет много переводов, нечестие, может, многие не поймут, но вы все знаете, когда кто-то вас каким-то образом задевает, у вас в сердце возникает вопрос: это же нечестно. Это же нечестно, это же не адль. И поэтому, дорогие друзья, нельзя делать такие дела, которые подрывают между нами честь. У человека есть его имя. Нельзя человеческое имя подрывать. Уважайте его имя. У человека есть его шакаль, его вид. Не унижайте его вид. Он не выбрал тем, кем родиться. Худым или пухлым. Он не выбрал кривой или ровный. Он не выбрал многие вещи в этой жизни. Он родился так, как ему Аллах Та'аля дал. Не унижайте его честь. Не унижайте честь его семьи. Не унижайте его профессию. Даже если он работает простым грузчиком, а у вас бизнес, не унижайте даже грузчика. Ни в коем случае. Есть люди, которые издеваются над бомжами и алкашами, которые вот сидят тогда, бросают им что-то. Никого не унижайте, никого не обижайте. Наоборот, надо быть представителем нашей религии, который спешит ахсин, делать добро. А то есть некоторые проповедники встают на мимбар и говорят: надо показывать силу ислама, жесткость, грубость. Гнать таких имамов надо. Ислам пришел не жесткостью и грубостью. В Коране Аллах Та'аля говорит: если бы ты был жесток, все бы отвернулись от тебя. Расулуллах алейхиссалату вассалям был лейн, добрейшим, мягким, замечательным, добрым. Он умел строить контакт, беседовать с каждым человеком. К нему приходили представители различных религий, к нему представители различных наций, традиций. Он всех уважал. Он всем показывал хурма, мархама, уважение. А мы тут с соседом не можем построить нормальные отношения. Очень и очень важно. Если, опять же, мы верим в киомет, судный день, то самый главный момент — это вера в киомет, что мы будем отвечать за наши дела. Если мы реально в это верим, то нас беспокоит это. То нас это беспокоит. И поэтому Аллах Та'аля говорит: «Инна Аллаха ла юхиббуль муфсидин». Поистине Аллах не любит тех, которые являются муфсидин, нечестными людьми, которые не соблюдают честь другого человека. И поэтому уважайте, несмотря на нации, культуры, традиции, его профессию, на его состояние, на его, я не знаю, жизненные обстоятельства. Я же реально говорю, вот человек, недавно ситуация произошла, это в Татарстане, сгорел дом, он без ничего остался. А кто-то смеется над ним. Ты, говорит, наверное, с сигаретой заснул, ты, наверное, так заснул. Да какая разница, как он заснул? Он сегодня без дома, ничего не остался, а люди смеются над ним. Все мы грешные, жена, запомните. Никто из нас не идеальный. Вообще издеваться над кем-то — это удел низких людей. А ислам пытается делать нас высоких людей. И поэтому, если мы хотим быть высокими людьми, которыми будет доволен Аллах Субханаху ва Тааля, то вот эти 6 аятов, кого Аллах Та'аля не любит, должны для нас стать очень важными критериями нашей этики, в нашем адабе со всеми людьми. И поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля
поможет каждому из нас стать более любимым перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Отдалиться от таких людей, как Аллах говорит, чтобы от таких бессовестных, вандальных людей нам отдалиться, надо не дружить с такими людьми. Хотя они кажутся крутыми, интересными, веселыми. Не верьте этому. Дружите с добрыми, праведными, таква, богобоязненными людьми. Общайтесь с такими людьми. Расулуллах алейхиссалям сказал, человек на религии его друга, и поэтому выбирайте вот таких друзей и товарищей. И тогда, иншаллах, мы получим прекрасное, хорошее окружение. Окружение, которое будет делать дуа и за нас, за которое мы будем делать дуа. И даже когда мы уйдем из этого мира, наши вот эти, альхамдулилля, культурные, адаби, воспитанные братья и сестры не оставят нас без своих молитв. А это очень и очень важно, что всегда либо мы молились за кого-то, либо кто-то молился за нас, потому что все мы мухтаж, мы все являемся теми людьми, которые нуждаются. Раббыбыз Аллах Тааля өзінің рахматынан, разылығынан бізді қалдырмасын, яман затлардан сақласын, тақуа, игілікті, чиста, пак бәндәләр белән генә дуст, тату булып яшәргә насип eylesin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ni ve iyyakum bima fihi min al-ayati ve zikril hakim. Vestağfiruhu